У нас министр продемонстрировал принцип доверия и теперь третий. Петрова Ира. На финише уже участка. Самый лучший финиш. Финиш участников. В Лыжне России мы проводим 2005 года. С учетом климатологических условий проводим первые воскресенья апреля. 6 апреля 1896 году, 117 лет назад, в Афинах открыли и начали проводить первые современные Олимпийские игры. В связи с этим, в целях именно пропаганды, в целях повышения роли спорта всему миру, 6 апреля принято решение отмечать День спорта. Ну, сегодня я сам участвовал. В прошлом году занял 7-е место, в этом году 3-е место. Но, конечно, зимой бегал именно в манеже, а весной, ну, как позволяет время, 5-6 раз стал на лыжах и, видите, занял 3-е место. Хорошие соревнования. Погода отличная. Никита Крюков уже сезон закончил, сейчас дома проходит реабилитацию, там есть небольшие проблемы. Хотим подготовить трассу с расчетом на чемпионат мира в Фалуне в 2015 году. Ну, естественно, и под Корею тоже сейчас намечаем примерно. У нас участвовало очень много участников. Свыше 2500 участников. Здесь еще выступали у нас семьи, 3 семьи. И также определился самый юный участник, и самая юная участница, и самый пожилой. Судейская коллегия и вот проводимое управлением физической культуры и массовым видом спорта Республики Саха-Якутия очень достойно, очень хорошо подготовили место старта. И все желающие, которые пришли сегодня стартовать, были довольны. Алдан, 9-й номер! Было открытие первой спартакиады работников физической культуры и спорта, и первым этапом прошли лыжные гонки. 10 команд сегодня участвовали. Все команды очень хорошо подготовились. Работники физической культуры и спорта, они не должны забывать о спорте, о физической культуре, то, что они должны заниматься физической культурой и спортом. Следующий этап будет 17-18 апреля. Это будет волейбол. И третий этап будет в декабре месяце. И он будет как бы завершающим. И будут выведены итоги спартакиады.